Журналист New York Times Пол Мозур, посетивший Восточный Туркестан, опубликовал аудиозапись разговора с Минавар Турсун, являющейся матерью уйгурского активиста Ферхата Джевдета, проживающего в США. По словам Ферхата, сначала его мать заключили в небольшой лагерь, после чего заставили работать на фабрике, а затем отправили в огромный концлагерь. После встречи с Майком Помпео, прошедшей в Белом доме, на которой присутствовал Джевдет и другие уйгуры, китайские власти заключили Минавар Турсун в тюрьму. Несмотря на высокое давление, женщине не позволяли принимать лекарства, что привело к параличу лица, из-за чего Минавар Турсун потеряла способность говорить. По сообщениям издания, через 3 месяца после инцидента женщину снова заключили в лагерь. В конце мая 2019 года Минавар Турсун освободили, однако из-за травмы позвоночника женщина не может передвигаться. Несмотря на угрозы китайских полицейских, Ферхат заявил, что не перестанет освещать данный вопрос. Китай планирует установить тотальный контроль над уйгурами при помощи образцов крови, которые впоследствии будут включены в единую базу. Используя технологию распознавания генотипов ДНК, Китай собирает образцы крови узников, находящихся в концентрационных лагерях. Уйгурский журналист Тахир Имин заявил, что целью Коммунистической партии Китая является полное уничтожение уйгуров. Подчеркнув важность осуждения Китая со стороны мирового сообщества, Имин призвал весь мир объявить бойкот Олимпийским играм 2022 года. Члены синдиката Мемурсен, собравшиеся 10 декабря в Стамбульском парке Кугулу по случаю Всемирного дня прав человека, провели протест против бесчеловечной политики Пекина в Восточном Туркестане. Глава объединения Али Ялчин осудил беспредел китайских властей и выступил со следующим заявлением. Говоря о Китае, мы представляем не только дешевый и некачественный товар, но и боль, пытки, ассимиляцию и культурный геноцид. Во главе с Анкарой акции против беспредела коммунистической партии прошли во многих городах Турции. Белый дом осудил демократов, потребовавших отстранить Трампа от должности, обвинив его в превышении должностных полномочий и вмешательстве в деятельность Конгресса. Сразу после требований главы юридической комиссии Палаты представителей Джеральда Надлера и главы Палаты Нэнси Пелоси, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам сделала следующее заявление. Демократы усердно пытаются добиться отстранения Трампа, так как знают, что не смогут победить его на выборах. Союз мониторинга прав человека в Йемене сообщил, что в результате войны за последние 5 лет было убито свыше 15 тысяч и ранено 23 тысячи мирных жителей. В докладе, опубликованном в связи со Всемирным днем прав человека, указывается, что за время войны, разгоревшейся после захвата власти хуситами, Йемен превратился в трагическую сцену, на которой рушатся судьбы тысячи мирных граждан. На заседании районного совета Кючук-Чакмедже, прошедшего на прошлой неделе, повесткой дня стали трудности, с которыми сталкиваются в Турции переселенцы из Восточного Туркестана, и репрессивная политика Китая. Наряду с нынешним положением народа Восточного Туркестана, его проблем, беспредела коммунистов, ассимиляцией и геноцидом, Мустафа Ишик из националистической партии осветил затруднения переселенцев из уйгурского региона и заявил, что для прекращения несправедливости, свободы вероисповедания, возможности говорить на родном языке, сохранения истории и культуры необходимо объединиться и бороться против тиранов совместными усилиями.